Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Ольга Башук. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Царство вечный мир, золотые ленские столбы в клипе о Дальнем Востоке и почему Надина Эльпис раскритиковала концерт приезжих звезд. Тысячи людей исполнили гимн России в Петербурге, а на Урале появились разукрашенные такси. В Индии сняли свою версию высадки на Луну, а японский шеф-повар установил мировой рекорд. Эти и другие новости сегодня в эфире. А начнем мы по традиции со сводки якутских мобильных новостей. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоялась премьера красочного клипа на песню о Дальнем Востоке. Героями клипа стали якутяне и известный танцевальный ансамбль «Завод». В клип также вошли красивые якутские пейзажи, уникальные достопримечательности республики. Это царство вечной мерзлоты, ленские столбы и природа Якутии. Также можно разглядеть угледобывающие алмазные карьеры, оленьи пастбища и любимое место отдыха горожан – парк культуры и отдыха. Это Дальний Восток. Представительница Якутии Ева Кузьменко завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе «Краса Дальнего Востока». Он также организован в рамках Восточного экономического форума. Для актрисы это не первый конкурс красоты. У нее уже есть титулы, полученные в школьные и студенческие времена. Отмечу, что всего в конкурсе приняли участие 11 девушек из всех регионов Дальнего Востока, а победительницей стала амурчанка Полина Мельникова. Известная в Якутии певица Надина Эльпис раскритиковала концерт приезжих звезд. На прошлой неделе в «Триумфе» прошел концерт двух популярных российских групп «Газировка» и дуэт «Раса». Напомню, организаторы обещали трехчасовой совместный концерт. А про то, что получилось, рассказала в социальных сетях певица Надина Эльпис. Ребята, мы сходили на, конечно, концерт, люди спели 6 песен. А с 7:30 ждали вообще, не знаю, 2 часа. Не надо было ходить вообще. Вообще это не стоит этих денег. Американский актер Тич Грант, сыгравший в «Оно 2», принял участие в якутской киновикторине. Выйдя на связь на прошедшем квизе, актер попросил якутских киноманов назвать имена всех актеров, игравших Генри Бауэрса в фильмах «Оно» 90-го года и «Оно» с 2017 по 2019 годы. Правильный ответ прозвучал от Петра Шишигина из команды Tracker Brothers. Уже после в Твиттере актер написал: «Хорошая работа, Петя, поздравляю с большой победой». Все это были цветочки, а ягоды впереди. Угощения, ярмарка и конкурсы. В Якутске 15 сентября уже в 5-й раз пройдет День варенья в этнографическом комплексе Чучур-Муран. Состоятся соревнования на самое оригинальное оформление и лучшую презентацию выставочного места. Кроме того, будут оценивать креативные блюда из варенья и тематические костюмы у детей. А все собранные на праздники средства пойдут на благотворительные цели через фонд Харасхал. Перейдем к российским мобильным новостям. «Не хочу я в школу, спасите!» Новый учебный год начался с видео, которое позабавило пользователей социальных сетей. На кадрах видно ребенка, которого ведут в первый раз в 1 класс, а он, в свою очередь, упирается всеми силами. Пацан, не советую. 3-й год, 4-й год учусь. Спасите! Помогите! Я не буду! Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Блогер Вика Пузикова написала песню о красотах Кубани. С помощью монтажа и хромакея она катается верхом на дельфине, скачет на коне и грызет горячую кукурузу. На ролик обратили внимание в социальных сетях. В комментариях пользователи придумали зарифмованный слоган для своего города. Краснодарский край – это рай. Краснодарский край – это щедрый урожай. Краснодарский край – роскошные курорты, объятия для тебя всегда распростерты. А на улицах Екатеринбурга теперь можно встретить такси, украшенное граффити. Машины разрисовали художники фестиваля «Стенография» при сотрудничестве с Яндекс.Такси. Как рассказала одна из организаторов фестиваля, машины – это важная часть городской среды, а пейзаж современного города невозможен без уличного искусства. Так и родилась идея разместить на бортах автомобилей знаковые работы уральских стрит-арт-художников. Школьный забор в Нижегородской области хоть и не участвует в каком-либо фестивале, но уже успел привлечь внимание пользователей интернета со всей страны.
В городе Выкса забор школы номер 3 покрасили вместе с растениями в синий цвет. Выксунский креатив вызвал бурную реакцию среди пользователей. Концептуальный вандализм, отличная стена для селфи, стрит-арт – так называли местное творчество пользователи. Ну а решать, креатив это или халатность рабочих, теперь придется самим выксунцам. Жители разных регионов России, от Калининграда до Якутии, приехали в Петербург, чтобы вместе исполнить национальный гимн. На стадионе «Газпром-Арена» в северной столице собрались 48 тысяч человек для исполнения национального гимна под аккомпанемент оркестра из 8 тысяч человек. Оркестр установил мировой рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр». Перейдем к мировым мобильным новостям. Иванка Трамп пришла на встречу в необычном платье с рукавами-воланами и приталенным верхом. И все было хорошо, пока не подул ветер. Фотография дочери американского президента мигом превратилась в мем. В них она стала кувшинкой и даже динозавром. В соцсетях принялись шутить о садоводстве, а кто-то даже разглядел в платье Иванки лягушонка Кермита. В Китае тем временем набирает популярность мобильное приложение Zao, основанное на нейросетях. Всего за 3 дня оно стало самой скачиваемой программой в китайском App Store. С помощью Zao пользователи превращают себя в кинозвезд, заменяя лица популярных актеров на свои. Приложению хватит обычного селфи и примерно 10 секунд на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры. Результаты выглядят не безупречно, но похвастаться ими все равно хочется. А в Индии сняли свою версию высадки на Луну, чтобы привлечь внимание к проблемам плохих дорог. Уличный художник из Индии Баадал уже несколько лет превращает ямы на дорогах города Бангалор в арт-инсталляции. Обычно он ограничивается рисунками, но не в этот раз. Его последняя работа стала вирусной и привлекла внимание людей со всего мира. На видео парень якобы высаживается на Луну. Хотя на самом деле съемка происходит на одной из улиц Бангалора. Местное правительство уже посетило это место и пообещало исправить проблему в ближайшее время. Еще один художник создает захватывающий дух скульптуры из мусора. По словам американца Томаса Дайнингера, его миссия – показать обществу, что прекрасное можно найти в вещах, которые люди считают отходами. Основа его произведений – пластик, старые игрушки, пакеты и упаковки из-под продуктов, которые он нашел на местных пляжах. Работы мужчины со стороны напоминают картины, однако многослойность инсталляций поражает воображение, стоит лишь посмотреть на них под другим углом. Японский шеф-повар установил новый кулинарный рекорд. Хироси Курода поставил перед собой невероятную задачу – приготовить самую длинную лапшу в мире. Сложность в том, что сначала нужно вручную вылепливать лапшу из теста. Хироси кидал лапшу в вок почти час, ее тут же готовили, охлаждали и измеряли. Выяснилось, что умелый повар стал мировым рекордсменом, ведь длина вылепленной им лапши составляет 183 метра, что, конечно, не может не вызывать восхищения. 3, 2, 1, go! Благородный поступок совершили двое мужчин на трассе во Франции. Один за рулем автомобиля, другой – мотоцикла. Заметив на дороге котенка, они, не сговариваясь, побежали его спасать. Малыша подхватили на руки, после чего мотоциклисты и автомобилисты обсудили, что с ним делать дальше.
Выяснилось, что у мотоциклиста аллергия на кошек, поэтому автомобилист взял его себе. Il s'est accroché. Doucement. Bah ça va. Merci beaucoup. Bah non. Bonne journée. Au revoir. А пассажирам в США, чтобы справиться со стрессом от полета, разрешили брать на борт животных. Одна из женщин воспользовалась этим правом и привела пони. 1,5-часовой перелет из Чикаго в Омаху лошадка провела, сидя в ногах у хозяйки. И еще одно милое видео о том, как крошечная малышка и ее бульдожек пытаются покорить диван. Четвероногий друг буквально пытается научить ее, как это нужно правильно делать. Однако попытки покорить такую вершину оказываются безуспешными. Видео уже набрало более 4 миллионов просмотров и 28 тысяч лайков. В сети набирает популярность еще один видеоролик, на этот раз о собаке-электрике. Лабрадор умудряется помогать хозяину в таком сложном деле, как установка люстры в доме. Казалось бы, с электричеством пес уж никак не может разобраться, но не тут-то было. А это были мобильные новости. Именно то, что обсуждалось в сети за последнюю неделю. И если вы стали очевидцем интересного события, являетесь автором популярного ролика, присылайте свои материалы в WhatsApp на телефон, который вы видите сейчас на экране. Помните, именно ваше видео может стать популярным. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели и хороших вам выходных.